ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшие выходные в устье реки Чуть прошел традиционный слет школьников, увлеченных туризмом и основами военно-патриотической подготовки. 13-й республиканский лагерь имени Героя России Алексеева собрал ребят из Ухты, Сыктывкара, Эжвы, Емвы и Микуня. Не побоялись северного лета и отправились ночевать в лес с палатками 20 команд. Это школьники средних и старших классов. В течение 2 дней они соревновались в скорости, силе, сноровке и умениях, начиная от вязания узлов и заканчивая сборкой автомата. У нас были такие зачетные виды, как туристическая полоса препятствий. Она достаточно трудоемка, как требует специального снаряжения и большое количество судей. И у нас был такой вид соревнований, как ориентирование патрулями. Команды ориентирования бегали патрули, 3 патруля, от каждой команды по 2 человека. Они бежали разные маршруты. Ну, все справились, зачет есть. Конечно, ребятам было непросто. Программа очень насыщенная, но вставать у них просто не было времени. В первый день для сильных и смелых было 5 видов соревнований, плюс консультации по следующим проверкам на выносливость и урок мужества. Во второй день занятия по стрельбе, рен-шоу, конкурс по вязанию узлов и военизированная полоса. Задача всей команды пройти непростую трассу со стрельбищем и переносом раненого на носилках. Чтобы вынести все сложности 2-дневного нон-стопа, нужно быть подготовленными. Поэтому некоторые руководители привезли сюда по 2 команды. Одни только начинают, вторые, те, что постарше, уже вовсю побеждают. Так работает система Владимира Тимина и его команда из 22-й школы. Старшие и в прошлом году были самыми сильными. И в этом лидировали на протяжении всех состязаний. Здесь столько всего интересного. Это и физическая подготовка, и, в общем, очень большое спасибо, хочется сказать, нашему руководителю. Иванна, как вчера выступили? Было очень тяжело, но мы думаем, что мы тоже в лидерах, потому что все очень старались и сделали все неплохо. По времени примерно сколько? 7 минут. Очевидно, дело не только в преемственности, но и в слаженном коллективе. Только в таком на вопросы отвечают хором. Ну и ожидаемый результат. У 22-й школы 1-е место. 2-е заняли гости из города Микунь, бронза у ребят из Сыктывкара.